Добрый день, уважаемые абитуриенты! Рада всех вас приветствовать. Меня зовут Целюгина Ирина Борисовна. Я кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и социального образования нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Также являюсь руководителем образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 440402 психолого-педагогическое образование, направленность профиль специалист по работе с семьей. Сегодня мы с вами проведем консультацию по программе магистратуры, которую я уже озвучила. Мы остановимся на тех вступительных испытаниях, которые вас ждут и которые будут проходить у вас в форме комплексного экзамена. Как вам хорошо всем известно, у каждого из вас есть личный кабинет, поэтому вся информация, а именно расписание экзаменов и другие важнейшие даты, ссылки на программы по подготовке находятся у вас именно в личном кабинете. Убедительная просьба, уважаемые абитуриенты, до экзамена проверить свою почту. И если у вас не пришла информация от университета, то проверить папку «Спам». Вам должен прийти логин и пароль для входа в систему экзамена. Прошу обратить свое внимание на тот факт, что логин и пароль от личного кабинета и на экзамен комплексный являются разными. Еще раз повторяю, логин и пароль от личного кабинета не совпадает с логином и паролем, который будет дан вам для прохождения комплексного экзамена. С этим логином и паролем, который вам придет, вы сдаете комплексный экзамен, и этот логин и пароль дается вам только один раз. В личном кабинете вы увидите расписание вступительных экзаменов, где указана дата. У нас она обозначена как 10 августа. Справа от этой даты вы увидите кнопку «Сдать онлайн». Вот именно отжав эту кнопочку, вы должны будете ввести свой логин и пароль, которого до этого пришел на вашу почту. И затем следующий ваш шаг – это начать тестирование. Как только вы отжали кнопочку «Начать тестирование», начинается отсчет времени. Итак, вступительные испытания по магистерской программе психолого-педагогическое образование, направленность профиль специалист по работе с семьей, будут проводиться с использованием дистанционных технологий. Для прохождения вступительных испытаний поступающий должен иметь персональный адрес электронной почты, на который ему будет направлена информация для доступа к заданию. Вступительные испытания проходят в соответствии с утвержденным расписанием и процедурой идентификации личности. Доступ к экзамену будет открыт согласно расписанию. Повторюсь, это 10 августа. В этот период вам, уважаемые абитуриенты, нужно будет зайти в систему. На сдачу комплексного экзамена дается только одна попытка. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Только одна попытка. На выполнение комплексного экзамена отводится 60 минут, то есть целый час. В течение целого часа вы можете отвечать на задания, которые будут представлены в виде тестов. Работа включает в себя 25 заданий. Это тесты разной типологии. Примерные тесты тестовые задания мы сегодня с вами разберем во время консультации. Оценивается результат вашего тестирования по 100-бальной шкале.
проходной балл 50. Но мы понимаем, что это, уважаемые, самый минимальный порог. Мы стремимся к максимуму. Балл выставляется за полностью верно выполненное задание. То есть, если вы что-то там пропустили, засомневались, ответили, выбрали два варианта из одного, то ответ уже аннулируется. Пересдача комплексного экзамена не предусмотрена. Самое позднее время входа за 1,5 часа. Вы понимаете, почему за 1,5 часа? Потому что вам нужно будет все это сделать в течение 60 минут. Значит, еще раз повторюсь. Будет 25 тестовых заданий. Вы внимательно читаете каждое задание, внимательно читаете представленные варианты ответов, выбираете только один из предложенных вариантов, отжимаете выбранный с вашей точки зрения правильный ответ, переходите к следующему. Рассмотрим, какие же разделы необходимо вам внимательно изучить, просмотреть, подготовить для подготовки к сдаче вступительного комплексного экзамена. Комплексный экзамен предполагает два больших раздела. Это раздел 1 – теоретическая и практическая педагогика, и раздел 2 – это социальная педагогика. В первом разделе теоретическая и практическая педагогика вам нужно будет внимательно посмотреть и остановить свое пристальное внимание на такие разделы, как педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке, методология педагогической науки и деятельности, структура педагогической науки, категориально-понятийный аппарат современной педагогики, методы педагогических исследований, теория воспитания, многообразие технологий, форм и методов воспитания, теория семейного воспитания, педагогическая деятельность, ее сущность и ценностные характеристики, профессиональная компетентность педагога, педагогические основы различных видов профессиональной деятельности, а также коммунистическая природа педагогической деятельности и культура педагога. Большой, объемный, очень содержательный раздел, который во многом переплетается со смежной наукой, это психологией. Поэтому не удивляйтесь, у нас магистерская программа по направлению психолого-педагогическое образование. Поэтому мы изучаем, рассматриваем и педагогику, и психологию. Второй раздел, тоже достаточно большой, содержательный, это раздел, включающий в себя знания из социальной педагогики, а именно актуальные социально-педагогические проблемы российского образования, такие как социальное сиротство, семейное неблагополучие, отклоняющееся поведение несовершеннолетних, жестокое обращение с детьми и другие, права ребенка, их характеристика, социальная педагогика как часть общей педагогики, ориентированная на анализ социальных основ воспитания, объект, предмет и задачи социальной педагогики, социализация ребенка как ведущая проблема социальной педагогики, виды, механизмы и этапы социализации личности, общая характеристика макро-, мезо- и микрофакторов социализации, социальная педагогика как теория социальных отклонений, понятие девиантного и делинквентного поведения,
их виды, причины и факторы. Профилактика отклоняющегося поведения детей. Социальное сиротство как актуальная проблема российского общества, его причины и факторы. Государственные и семейные формы жизнеустройства детей, оставшихся без родительского попечения. Профилактическое и коррекционное направление социально-педагогической деятельности с неблагополучной семьей и детьми из неблагополучных семей. Ну вот, хотелось бы ремарку небольшую такую сделать. В разделе «Социальная педагогика» мы также закладываем и основы семейной педагогики, семейного воспитания. Поэтому на это, пожалуйста, тоже обратите внимание во время подготовки к комплексному экзамену. Ну и сейчас я хотела бы остановиться на тех примерных заданиях, на их структуре, которые вас ожидают во время комплексного экзамена. Рассмотрим на конкретных примерах. Я думаю, что конкретные примеры – это всегда действительно более показательно, нежели мы будем просто рассуждать с вами. Да? Итак, еще раз повторюсь. Тестовое задание, которое вам нужно будет представить, дать правильные ответы в течение 60 минут, их количество равно 25. Может быть, это будут те, которые мы сегодня с вами разбираем, может быть, это будут другие, я не знаю. Тестовое задание под каждого абитуриента формирует программа. То есть это не я, не конкретный человек, это программа. Сама перемешивает из имеющейся базы, выбирает те или иные задания и представляет вам. Ну, конкретные примеры. Итак, задание первое. Обратите внимание, идет в начале формулировка задания. Затем идут 4 варианта ответа. Вам нужно выбрать только один из представленных 4 вариантов. Воспитательный процесс – это процесс взаимодействия, мотивации, рефлексии, обратного действия. Но даже если мы немножечко с вами подумаем, поразмышляем, да, имея базовое педагогическое, профильное или непрофильное образование, да, то методом исключения логического умозаключения с вами можем прийти к выводу, что воспитательный процесс – это никак не мотивация, не рефлексия, не обратное действие, а процесс взаимодействия, потому что это процесс, где участвуют и ребенок, и взрослый. Да? Второй пример. Какая группа включает в себя педагогическую профессию по классификации Климова? Варианты ответа, их 4. Человек – знаковая система, человек – художественный образ, человек-человек, человек-техника. Педагогическая профессия, педагог. Опять же, рассуждаем логически. Но к знаковой системе вряд ли, к художественному образу тоже, к технике нет, и остается у нас человек-человек. Кем была разработана теория и методика воспитания в коллективе? Ну, это, я думаю, знают те, кто имеет базовое педагогическое образование, хотя все представленные варианты – это персоналии, фамилии наших педагогов, великих педагогов, которые внесли вклад в развитие нашей отечественной педагогики. Но теорию и методики воспитания в коллективе, воспитания личности в коллективе и через коллектив мы с вами понимаем, что вариант ответа только один,
И это Антон Семенович Макаренко. Да? Давайте посмотрим дальше. Отличительная черта отечественной психологии – это использование категорий. Какой категории? Интроспекции, деятельности, подкрепления, бессознательного. Отечественная психология базируется у нас на деятельностном подходе, поэтому единственно верный вариант ответа – это категория деятельности. Далее смотрим. Вид наблюдения, при котором люди не знают, что они являются наблюдаемыми. Не знают. То есть сначала мы внимательно с вами читаем предложенное задание, внимательно читаем, затем рассматриваем внимательно представленные варианты ответов. Не знают, что они являются наблюдаемыми. Это стороннее наблюдение, скрытое, включенное или открытое. Опять же, логически рассуждаем, если они не знают, то это скрытое наблюдение. Вопросы из области социальной педагогики, из раздела «Микрофакторы социализации включают в себя». Микрофакторы. Есть микро, макро и мезофакторы социализации. Да? Вот когда вы будете готовиться к экзамену, вы посмотрите внимательно, это все еще раз повторите, но здесь мы понимаем, что к микрофакторам социализации относится у нас только микросоциум. Следующее задание. Социальная педагогика – это наука, изучающая образование как социальный феномен, социальное воспитание в контексте социализации, закономерности педагогического процесса как фактор развития человека и социальные институты. Социальная педагогика, можем сказать, что она затрагивает и образование, и педагогический процесс, и, конечно, рассматривает социальные институты, но, тем не менее, она изучает социальное воспитание в контексте социализации. Ну, еще несколько тестовых заданий тоже рассмотрим. Вот обратите внимание на это задание. Методом диагностики семьи не является. То есть, посмотрите, вам нужно исключить неправильный ответ. Обращаю внимание, тоже такие задания могут быть. Методом диагностики семьи не является. Беседа является методом диагностики? Да. Наблюдение является методом диагностики? Да. Анализ семейной истории является методом диагностики? Да. А метод дискуссии? Да, никакого отношения к диагностике семьи метод дискуссии не имеет. Следовательно, это и является правильным ответом. Понятно, да? Следующее задание. Какой документ помогает систематизировать все данные о семье? Внимательно смотрим варианты ответов. Семейная карточка, паспорт семьи, свидетельство семьи, семейный альбом. Документ. Документ – ключевое слово в вопросе, в задании. Да? Конечно, таким документом является паспорт семьи. Ну, еще один вопрос. Какие трудности характерны для семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья? Финансовые трудности, психологические трудности, образовательные трудности. И все ответы верны. Опять же, мы понимаем, что такая семья, безусловно, испытывает все виды вышеназванных трудностей. Поэтому мы выбираем вариант ответа «Все ответы верны». Ну, даже сомневаться нечего, да, что называется. Ну и сейчас я представила вам рекомендуемую литературу, которая
поможет вам подготовиться к процедуре комплексного экзамена. Это основные авторы, основные учебники, Басов, социальный педагог введения в профессию, Барытко, педагогика, учебное пособие для студентов высших учебных заведений, Василькова, социальная педагогика, Марусева, современная педагогика, Мудрик, социальная педагогика, Мустаева, социальная педагогика и Никитина, введение в педагогическую деятельность. Пожалуйста, обратитесь к этим источникам, ознакомьтесь, посмотрите еще раз на те разделы, которые я указала выше в презентации, да, это педагогика с элементами психологии, социальная педагогика, которая включает в себя знания о семье, об институтах социализации личности, о микро, макро и мезофакторах социализации и так далее. Да? Ну и в завершении нашей консультации я хотела бы указать свои контакты. То есть если у вас появляются какие-либо вопросы, то вы можете либо написать мне на WhatsApp по данному номеру телефона, либо написать на адрес указанной электронной почты. Это все. Если у вас появляются вопросы, вы их задаете во время дня консультации. Еще раз, уважаемые абитуриенты, хочу повториться, что время, отводимое для вас на комплексный экзамен 60 минут, дается только одна попытка, и вам будет предложено ответить на 25 тестовых заданий. Желаю каждому из вас удачи и надеюсь, что мы с вами встретимся в сентябре, когда вы станете уже нашими полноправными магистрантами по направлению специалист по работе с семьей. Удачи и успехов! До встречи! Все будет хорошо, я даже в этом не сомневаюсь. Готовьтесь, и у вас все обязательно получится. Удачи и успехов!